Шел май 1942 года. На западе обе стороны на 2 метра, врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной. 3 дня они отсыпались, а на 4-й начинали чьи-то именины. Комендант разъезда, хмурый старшина Восков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало 10, начальство вкатывало Воскову выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось. Да так точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа и фамилии. Что вы тут писанину развели? Это начальство, майор. Чепушиной занимаетесь? Не комендант, а писатель какой-то. А вы же видите, не плющик. Не плющик? И что насчет женского полу? Евнухов, что ли? Ну, начальство виднее. Виднее. Ладно, Восков, будут тебе не пьющие, и насчет женщин будет как положено. Но смотри, старшина, если ты с ними не справишься. Так точно, товарищ Третий. Так точно, товарищ Третий. Все, Полина Егоровна, бывает. А этого с собой забирай. Все, выспался? Поехали. Да. Не пьющих искать. Идем. Да, сложная задача. 2 отделения – это почти 20 человек не пьющих. И откуда он найдет таких? Найдет? Пойдем, Федор, я тебе чайку согрею. Спокойно служилась старшине Воскову. Почти до сегодня спокойно. А теперь что будет? Эх! Федор Евграфович, зенитчики прибыли. Командиром прибыли. Не похоже. Это хорошо. Власть делить хуже некуда. Девочки, стройтесь. Ну, где это чудо природы? Равняйсь! Смирно! Товарищ старшина, 1-е, 2-е отделение 3-го взвода 5-й рота отдельного зенита пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает полковник взвода сержант Гренова. Вольно. Ну что ж, нашли, значит, не пьющих. Без моего слова это расположение не ногой, ясно? Даже за ягодами. А шари собирать можно? Нам без переварки трудно. Оттащаем. Только до речки. Там есть прорва. Вон там будете жить. Не гостиница, конечно, но и вы не на кувырке. Все, свободны. Направо! Шагом марш! Да будет вам, Федор Евграфович. Они вас стариком величают. Я слыхала. Так что ведите себя соответственно. А девочки хорошие. Осянина-то вдовая. За лейтенантом замужем была. Да погиб он на 2-й день войны. А четвертак шутливая такая. Да врать любит. Мы когда чай с ней пили, чего только не наговорила. Вы уже чай с ними пили? Ой, побегу я. Федор Евграфович, а что вы не пили?
солдаты. Держите, девчонки, веревку! Растягивайте! Кто это? Демаскирует? Есть приказ. Какой такой приказ? Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье. На всех фронтах! Все веселятся зенитчицы твои. Смотри, рубашку порвал. Сейчас нитки принесу. Понимаешь, Фамилия Егоровна, у них на все разрешение есть. Лично от командующего говорят. А меня они ни во что не ставят. Под 3 ручья пасут. Ты не сильно утруждайся, Федот Евграфович. Ты теперь один у нас остался. Вроде как на племя. Я ведь с глухого волка коменданты вылез. Они не смотри, что рядовые. Наука, упреждение, квадрат, угол сноса. 7 классов, а все и 9. А я ведь когда-то женатым был. И сынишка был. Когда я в Киевскую воевать уехал, жена закрутила полковым ветеранаром, да и уехала в южные края. А я сынишку отсудил, но он помер через год. Ну что, зашила? Ночь на дворе, пора спать. Чего ты? Озоры здесь тихие-тихие. Девочки, вот у меня жених был в Заполярье. О, ничего себе! Правда? Ага. Вот он прилетел ко мне однажды и говорит, а полетели-ка со мной завтра. Я тебе и номер покажу. Но меня мама, медицинский работник, не отпустила она меня. Сказала, завьем лекарства нет. Ну, лечить тебя будет. Сиди дома в тепле. Спать! Еще услышу о глупостях настоящего часа в город. Я, Витуха, пусть тебе болтает. Занятно. Пусть говорят о глупостях. Слова не скажу. А ну, вязаться по углам, этого я не понимаю. Пример покажи. Девчонки, а Бричкина-то наша. Поглядите на нее. Тюрилась? Неправда, неправда! Дружку военного. Ну что, Лиза, понравится старшина? Да движитесь вы все, пристали! Сядь, сядь. А вы не трожьте ее. Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. А мама мне всегда говорила, ты верь, доченька, верь. Может, и придет твое счастье, не обойдет тебя стороной. К нам однажды папин знакомый приехал, тоже лесник. Пожил немного, да обратно отчалил. А по весне открытку прислал. Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, я тебя в техникум с общежитием устрою. Это в 41-м году было. Ты верь, Лиза, обязательно верь. Может, и верно говорят, что счастье где-то рядом ходит. Только придет оно к тебе завтра.
Молчи! У каждого бойца свое место в бою. Бойцов обучать надо. Не в то же время командиром лезть вперед. Осянина! Молодец! Но все-таки надо было брать живым. Иди давай! Иди, иди! Пройдет, Летуха, пройдет. Я когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц не сагат. Пройдет. Троица! Равность! Смирно! Вольно. Знаю о ваших подвигах, девушки. Чья работа? Младший сержант Осянина. Лично. Не лично, а с отделением. Молодец, Осянина. Представить награде. Не надо мне наград. Тьфу. Летчика взяли. Нет, они бодро попадали. У одного парашют не раскрылся, а второго вот она. Жалко. Конечно, жалко. Надо было брать живым. А зачем им ваше расположение понадобилось? А, Восков? Я вам пополнение привез. Знакомьтесь. О, какие. Надолго к нам? Красивая Как какая. понравится. Красивая скульптура можно лепить. Тут один офицер штабной завел себе, ну, так сказать, женщину, что ли. Ну я при чем? Нет, вы не обижайтесь, вы послушайте, пожалуйста. Офицера этого в оборот взяли, ну, а эту женщину, подругу, мне придется представить делу. Понятно. Разрешите идти, товарищ майор? Пожалуйста. Девочки, Рита идет. Младший сержант Осянина. Боец Камелькова. Боец Гурвич. Эх, несчастная баба. Такую фигуру мог бинтование паковать. Это же сдохнуть легче. Красивая. Красивый только редкий член бывает. На себя намекаешь? Ты как русалка. На себя скульптуру лепить, Женька. Женька, какая у тебя кожа прозрачная! Ой, Женька, да тебя в УЗИ надо. Ой, девчонки, сейчас я вам парку добавлю. Ты зачем от награды отказалась? У меня свой личный счет имеется. Ишь ты, какие мы самостоятельные. Не могу я понять некоторых. Меня, что ли? Да хоть бы и тебя. Ага, доложили уже. Ну давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя? У меня муж был, Женя. Отбил кто-нибудь. А ты не жалуйся, я не пожалею. Не отбили, а убили. 24 июня. А у меня сын остался. Аликом зовут. Альбертом. Счастливая ты. А у меня никого. Маму, братишку, сестренку. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Нет, расстрел. Синий комсостава захватили и под пулемет. А меня из Томка в доме напротив взяла. И я все видела. Сестренку последнюю оставили.
специально забивали. Женька, а как же полковник? Как же ты могла? Могла вот. Опять убежишь сегодня? Откуда? Не беспокойся, девчонки ночью крепко спят. Это мне сегодня не спалось. А ты сапогами потише греми, а то самого старшину разбудишь. Молчи, Женька, я везучая. А вообще, взорвалась ты, мать. Налетишь на патруль или какой командир остановит. Да не скажу я никому, младший сержант Осянина. Вот она, дисциплина во взводе. Да ну тебя! Ты могила? Так точно. Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные сапоги за спину, шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли. Рита была счастлива. Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И обманывая коменданта Тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы с грифом «только для командования» уже подписана и принята к исполнению. Ich denke, wir werden uns zum Schluss vorstoßen. Und von dort kennen wir ihn nicht. Lass ihn antreten. Antreten? Alles in Ordnung. 2 Speer voraus? Jawohl, 2 Speer voraus. Den Verwundeten und die Kisten ins Haus. Stillgestanden. Links im Laufschritt Marsch. Los, Jungs. Und wir kommen abends zurück. Ушли, вроде ушли. Товарищ комендант, товарищ старшина, Что такое, Осянина? немцы в лесу. Так, откуда известно? Сама видела, 2 москалахов. Команду ружье, боевая тревога. Кирьянова ко мне, бегом! Есть. Товарищ третий! Товарищ третий! Ты, Москов! Что там у вас? Немцы обнаружены! Возле расположения! Количестве 2! Кем обнаружены? Младшим сержантом Осяниной! Думаю, лес прочесать! Погоди чесать, Москов. Тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим. Тоже по голове не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Маскалате с автоматами, разведка! Разведка? А что ей там у вас разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь? Так, думаю, ловить их, пока далеко не ушли. Правильно думаешь. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Так точно. Осянина пойдет старший. Построить людей. Товарищ старшина, построены! Вольно! Женя, Галя, Лиза. Погоди, Осянина. Не рыбу ловить идем. Немцев. Хоть стрелять умеет? Умеет. Так, вот еще что. Кто по-немецки знает? Я знаю. Что это такое я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Кто-то же. Как по-ихнему руки вверх? Хандахок. Точно, Гурбич. Так, идем на 2 суток. Взять сухой паек, патронов по 5 обоим, подзаправиться, то есть плотно поесть, обуться по-человечески
шоссе, говоришь, пошли? Черт-то им там делать. Там еще Финскую лесу ведем. Их там быстро пришутят. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе они пошли. Тючки, говоришь, они хозяина? Да, и, вероятно, тяжелые. В правых руках несли. Очень аккуратно упакованы. Да, значит, они толные шли. Не к шоссе, а к железке. Значит, на Кировскую дорогу населены. Но до Кировской не близко. Зато лесами, тут леса погибельные. Армию спрятать можно. Не то, что 2 человека. Идем, девчата, пора в дорогу собираться. Девочки, либо телешом загорать, как самолеты гулять. Вот это война. Противника не бойтесь. Противник идет по нашим тылам. Поэтому он сам боится. Но близко не подпускайте. Противник мужик здоровый. Вооружен специально для ближнего боя. Так, здоровье, не курить, не разговаривать. Так, если в дороге, в пути дорога попадется, как надо действовать? Знаем, одна справа, другая слева. Скрытно. Да, вот еще что. Кто из вас по Девериному или по птичьему умеет? Я умею. По ослиному. Иа. Ослы здесь не водятся. Давайте учиться корякать, как утки. Труд, 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 труд. Идем на рог озера. Там верст 20. К обеду дойдем. Все понятно, товарищи бойцы? Понятно. Ух, девочки! Бабы, несчастный народ. Эта война, как зайцы курева, а вам-то... Мы послезавтра придем, в крайнем случае в среду. Порядок движения такой. Осянина, Каменкова впереди, затем я, Гурбич, затем Бричкина и Четвертак. Налево! Черенко, Полова, остановись! Шагу марш! Поздравляйтесь с победой! Что, встали? Еще чего? Молодцы! Что дорогу заметили по порядку? Младший сержант Осянина. Да вроде бы ничего. Только на повороте ветка сломана. Молодец, Осянина. Так, замыкающие, Каменкова. Все в порядке, ничего не заметила. Слева роса сбита, а вот справа стоит, еще держится. Вот глаз. Молодец, красноармеец Бричкина. Еще было в пути 2 следа от немецких ботинок, которые их диверсанты носят. По носкам судить, они вокруг болота прошли.
А мы это болото возьмем на племки. Сейчас внимательно надо быть. Каждая слега возьмет и вслед друг другом, след идете. Слева направо трясину. Маму не успеете позвать. Все ясно? Ясно. Можно вопрос? Что боец Камлькова? А что такое стригой? Слегка, что ли? А что у тебя в руках? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Вот теперь прояснилось, да. Какая еще да? Вроде разговорника, словарник такой, товарищ старшина. Евгения, перестань. Да, маршрут сложный. Тут не до шуток. Каждая слега возьмет и перед тем, как вступить, слегой дрыгбу пробовать. Потом только вступить. Ясно? Ясно. Порядок движения такой. Я головной, четвертак, Бурбищ, Бричкина, Камелькова, замыкающая младший сержант Осянина. Товарищ старшина! Сапог сегодня не снялся! Не отставать! Нашли запов! Нет! Товарищ старшина! Удар Камелькова! Не помочь! Назад пути нет! Вперед! Вперед! Не стоять, захотят! Скоро остановок будет! Там отбудемся! Запот нашли! Нет! Не тянет! Тут зыбка! Нет, не отставать! А сапог как же? Сейчас уже не найдешь! Вперед! Не отставать! Вот, Сидюгина гряда. Боец Бурбищ. Четвертак. Вот Сидюгина гряда. Тут начинается. Слева вон, вот озеро. А справа ее поджимает Левонтово озеро. Тут раньше монах жил, по прозвищу Левон. Безмолвие искал. Безмолвия здесь хватает. Я думаю, они подойдут часа через 4, а пока разрешают приготовить обед. Из расчета котелок набери. Я приготовила. Меня батька с мамайкой на шарах научили. Я помогу тебе, Лиза. Ты Меня тоже заметил? мама научила. Им заметил сразу были
помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Немцам один путь, через эту гряду. Вечный путь, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Ой, девочки, обед готов. Товарищ старшина, это вам. Ой, простите, товарищ старшина. Крашеные ходи. Свои? Ты, Гурвич, что стесняешься? Что меня в порте оставляешь? Ты давай, наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю. Вижу, худющая, как веселье играть. Из сапог вылетает. Это у меня конституция такая. Конституция. Вон у Гришкиной такая же конституция, как у всех. А в теле. Вы поднимите, товарищ старшина. Мне, дед, спать мне не положено, если немцев провороню. А может, они сейчас не спят? Спят? Ну да, сами же говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. Только им Погоди, Осянина. Тут 50 верст, даже еще больше. Конечно, они отдыхать должны. Так я мыслю. так. Значит, они могли отдохнуть, завалиться в бурелому каком-нибудь. И спать они будут до солнышка. Правильно. Они тоже люди, отдыхать должны. Спасибо, Бричкина. Назначаю тебя главным поваром. Теперь отдыхайте, но поглядывайте голову выше. Младший сержант Осянина. Маргарита, как по батькивне? Можно просто Рита? Можно? Дорогому защитнику Родины. Подарок именной. Закуривай, товарищ Рита. Я не курю. Это ты правильно делаешь, младший сержант. Значит, ты мне правильно подсказала. Немцы тоже люди, отдыхать должны. А я что-то не запонял. Они отдыхать должны. Ты давай отдохни, ноги вытяни. Гудят, небось, с непривычки. У меня как раз хорошая привычка, фотографии. Что такое? Ты слышишь? Птицы кричат. Сороки.
шушат. Значит, кто-то их беспокоит. Значит, гости идут, немцы. Иди, буди бойцов. Только тихо. Ну, идите же, идите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, товарищ старшина, их 16. Бричкина, дорогу назад хорошо помнишь? Ага, товарищ старшина. Молодец. Пойдешь по болотам, только осторожно, там трясины, слева направо. Дойдешь до болота, до островка, там отдышись малость. Ясно? Ясно. Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы здесь, если маленько покружим, надолго не продержимся. Сама понимаешь. Ну, дуй, Елизавета Батьковна. Так, значит, их 16. 16 автоматов – это большая сила. Вот такую силу не возьмешь. Но их надо через Синюхиной гряду не пропустить. Надо вокруг Левонтового озера направить. Но как? Думайте, девоньки, думайте. А что если лесорубов они встретят? Вот девчата молодцы! Давайте пилотки, ремни, сапоги долой, что форма определяет. Хворост таскайте, костры разжигайте, да подымнее, да кричите на весь лес. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Веселее, девчата! Наблюдай, девчата! Эй, Иван Иванович, пошли под воду! Труднее, девочки, труднее. Идут, товарищ старшина, кажется, идут. Роза, девоньки! Может, ушли? Нет, вон двое сидят. Разведка. Стой! Рая, Вера, идите купаться! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ах, плотная! Эй, девчонки, идите купаться! Ивана зовите! Иван Иванович, выходи! Эй, иду! Из района завалили! Сейчас машина придет! Одевайся, Камилькова! Давай! Камилькова, с огнем не играй! Иди! Не хочешь, народу покажу! Иди, догоняй! ушли, ушли, товарищ старшина. Ну все! Сейчас немцам деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя привели. Прибежит, она у нас быстрая!
Лиза летела через лес, как на крыльях. «После с тобой споем, Лизавета», — сказал старшина. «Вот выполним боевой приказ и споем». Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь незнакомого чувства. Нет-нет, да и шевелилась в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны. А когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жертву. Перед тем, как лезть в дрябую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине шеста, заботливо подтолкнула гимнастерку под ремень и, подтянув казенные ритузы, шагнула в болото. Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Но потом идти стало труднее. Тут до колен добралась. Но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и уже Лиза отчетливо до трещины видела пень, с которого старшина в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюжий, чуть на ногах устоял. И Лиза опять стала думать о Воскове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно споют. Когда выполнит комендант боевой приказ, вернется опять на разъезд. Вдруг огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, вскрикнув, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору. Повисли где-то. То совсем рядом, шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать. Помогите! Помогите! На помощь! Чуешь? Подвела немцев культура. Вот ее захотели. Значит, завтракать уселись. Но все же 16. Я смотрел, уселись надолго. Давай, Осянина, дуй за бойцами. Я там махорку сушить выложил. Захвати, будь другом. И вещички со мной. Ну а где реквизит мой? Забыла. Федот граф, забыла. Я принесу, я знаю, где он. Стой, гордость! Вот сапогами не топай! Выручка ревнула. Нет, показалось. Без Кобылькова, за мной, остальным людей ждать. Немцы! Неаккуратно, неаккуратно. Хватит Кобылькова трястись. Отличница была. И в школе, и в университете. Стихи читала. Но не это главное. Главное, она могла народить детишек, а те внуков и правнуков. А ворвалась ниточка. Осянина, держи за мной. Зачем? Затем, что велят, давай держи. Зачем? Не смейте. Затем, что у меня боец босой. Давай держи. Сейчас о живых надо думать. На войне такой закон. Нет, нет, нет. Держи. Давай, умывайся. Нет, нельзя так. У меня мама медицинский работник. Хватит, хватит врать. Нет у тебя мамы, из детдома ты. Нечего тут придумывать. Ну зачем ты так? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем. Как немцы остервенеем. Давай, умывайся, не без переживаний. Немцы ждать не будут.
ребята, сейчас надо немцев нащупать. На площадь им сесть. Пошли. Да, держи. Голову. Дядя. Ну все. Задела вас? Нет. Ты, Осянина, тут поглядывай. Крови много, а тел нет. Унесли, значит. Молодцы вы у меня, бойцы. Осянина, тебе благодарность заявляю. Дала ты мне ту секундочку, за которую надо было отбежать поклоны. Молодец. Товарищ старшина, вы коммунист? Да, член партии большевиков. Просим вас быть председателем на комсомольском собрании. На собрании? Собрание это замечательно. Так, значит, осудим войска четвертак за проявленную растерянность. Протокол напишем. А на этот протокол нам немцы свою резолюцию наложат. И как коммунист, и как старшина на данное время отменяю все собрания. И довожу до вашего сведения, немцы ушли в лес. На месте взрыва гранаты крови много. Значит, мы кого-то пришутили. Значит, их 12 осталось. Ну а что до трусости? Не было трусости. Трусость во втором бою видно. А это растерянность. Ясно? Верно, моя сестренка? Верно. Ну вот, приказываю слезы и сопли утереть. Ковалькова, Осянина, останетесь в лагере меня ждать. Боец четвертак, пойдешь со мной в поиск. Ты только сиди, молчи. Гляди, что я делаю. Ты про папку Корчагина читала? Значит, читала. А я вот его как тебя видел. Водили нас в Москву. Мавзолей смотрели, музеи всякие, дворцы. И там он был. Несмотря, что он пост большой занимает. Простой мужик. Усадил нас, чаем угостил. Как Бог служится, ребята. Зачем вы обманываете? Паралич разбил Корчагина. И не Корчагину, а Островский. Ничего не видит он и не слышит. И мы ему всем техникам письма писали. Ну, может, ошибся я. Может, другой какой Корчагин. Но говорили... Тихо. Двое идут. Сейчас мы их пришутим. Ты только сиди. Молча сиди. Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло. И Восков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули.
что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. Заметили их немцы. За спиной Воскова раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда. Соображать некогда было. Надо уводить немцев. Это главное. Увлечь их за собой, оттянуть от последних своих бойцов. Уж их-то непременно уберечь он был должен. Обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни. А решив это, не таясь уже, полоснул очередью по топору в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхинской гряды к лесу. Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Его ранили. Не сильно, но рука ныла, а он все метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Одно оставалось у Воскова — немцы болото непроходимым считали, а значит, старшина давно для них утопленник. А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Полине Егоровне, туда он не глядел. В той стороне опасности не было, там наоборот, жизнь была. Яишенко с салом, ласковая хозяйка, чай в кружке. И не глядеть бы ему в ту сторону, но помощь оттуда не шла да не шла. И он все-таки туда посмотрел. Лизавета! И осталась от Лизы армейская рубашка, а больше ничего. Даже надежд на то, что помощь придет. Я думал, потерялись мы с вами навсегда. Хоть кусочек съели, хоть полглазика спали. Не хотелось, Федот Ибрахович. Ты, Федя, по пути к Бричкину не видел, а то заждались мы ее. Нет у нас Бричкиной. Бричкина утопла в болоте, а четвертак пала смертью храбрых. Но зато мы сутки продержали немцев. Помянем наших сестренок. Добром помянем. Почему мой приказ не выполнен? Какой приказ? Как какой? Я сказал, в лагерь отойти вам. Так мы и отошли. Отошли. Мы имущество собрали. За имущество спасибо. Но теперь слушай другой мой приказ. Собирайтесь, укладывайтесь и марш отсюда. Скоро здесь немцы будут. Некогда раскидываться. А ты, Федот? Сейчас мой черед. Сутки продержаться. Не хватит тех троих. До горла хватит. До конца мне дней своих. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа. Одна за всех мы за ценой не постоим, одна за всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же силен он. Сомнением прочь уходит ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Товарищи войсы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении.
Соседей у нас нет, и помощи ждать нам неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт, держать. Даже если сил не будет, все равно держать. Потому что за спиной у нас Россия, Родина, проще говоря. Девчата, позиции занять. Граната. Взглядывай! Да не шел, не ноя! Нету! А, лещи! Немцы. Где немцы? Чего, Рита? Он поверху прошел. Доживет. Иди. Туда иди. Женька там. Эгегей! Куда торопитесь? Водит она их, за собой водит. Брось. Брось меня. Нет? К этому сердцу не стану жить я! Он говорил мне! Эх! Зато не залезу за галку! Интересно, он говорил мне, и стану жить я. Ну идите сюда, идите! Боитесь? Женя погибла. Да. Но не победили они нас, Рита. Понимаешь? Не победили. Меня еще повалить надо. Я еще живой. Болит? Здесь у меня болит. Здесь положил, говорит, я вас всех. Всех положил. А за что? За десяток крысок. Ну зачем ты так? Война ведь. Война, это понятно. А когда мир будет, будет понятно, за что вам умирать приходилось. Если спросят нас, почему вы наших мам не защитили от пуль? Почему их оженили со смертью, а сами селенькие? Дорогу Кировскую берегли, до Беломорский канал. Да ведь там охрана и людишек куда больше, чем 5 девчат, да старшина с наганом. Не надо. Родина ведь не с каналов начинается. Сначала мы ее защищали, а потом уж канал. Да. На, возьми. 2 патрона осталось, правда. Но с ним спокойнее. Я разведку проведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Погоди. Помнишь, я у разъезда на немцев наткнулась. Я к маме тогда бегала. В город. Сыночек у меня там. Мама больная, долго не проживет. А отец без вести пропал. Не тревожься, Рита. Понял я все. Понял.
было 5. И не прошли вы, никуда не прошли. И сдохните здесь. Все сдохните. Лично я каждого убью. И пусть меня там судят. Пусть судят. Вона! Вона! Миленький! Восток! Ранен! Где мой сын? Свои! Пойдем. Да, совсем я старый стал. Все время молодость вспоминаем. Проклятая эта война каждую ночь снится. И рука онемела, все ноет. Я ее в 42-м тут оставил. Бывает горе, как косматая медведица набросится, рвет, терзает, света не видишь, а отвалит, все, можно дышать, жить, действовать. Эх, зори здесь чистые, и чистые, как слезы. Я вот с сыном Альбертом Федотовичем каждый год сюда приезжаем. Грибов пособирать, грибочек половить. А в прошлом году плиту мраморную принесли. Вот она, могилка братская. 5 девчат было. Всего 5. 5! И не прошли они, присцы проклятые, и все сдохли здесь, все сдохли. Простите меня, девочки, за детей ваших нерожденных, за ниточки ваши оборванные. Вот одна и осталась, сынок. Прости меня, сынок, за то, что маманьку твою я не уберег. Все здесь лежат. Рита Осянина, Галя Четвертак, Гурбич Соня, Женька Камелькова. Вот только Елизаветы нет. Утопла она в болоте. Там ее могилка. Эх, Елизавета, что с тобой сталось-то? Торопилась я. Не дошла, значит, ты, Бричкина. Подлезла в эту ток проклятую, трижды клятую. Страшно тебе было, девочка? Страшным было одиночество, Федот Евграфович. Мертвая, загробная тишина над болотом. Я плохо помнила, как забралась на островок, ткнулась лицом в траву белую и заплакала. А потом стала думать о тебе. Ты сразу мне на сердце лег. Я знал, все знал, Елизавета, все знал. Думала я, Федот. Вот выполню боевой приказ, а там... Да не привелось нам с тобой. Когда ноги медленно, страшно медленно что-то вниз потянуло, что ни шага, ни полшага нельзя было сделать, а тропа казалась бы рядом. Рукой дотянуться можно было. Я вдруг небо увидела, синее, прекрасное. Когда тянулась к нему, тянулась и верила, а зря, все зря. Нет, не зря, Елизавета. Мы целые сутки противника задержали.
Не зря вы погибли. Смертью храбрых погибли. И Галя был четвертак, и Соня. Соня? Как же так, Соня? Эх, девочка, зачем торопилась принести мне махорку эту трижды клятую? Это ничего, товарищ старшина. Тоже знал, что немцы там, как будто ждали меня. Я, когда бежала, сильно сапогами топала. По неопытности в коптерке на целых 2 размера больше получила. Я тогда заостренным был. На твой крик заостренный. Услыхал таки, далекий такой, как вздох. Я тогда бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на плечи потная тяжесть, а сердце рванулось вдруг пронзительной яркой болью. Успела я крикнуть, жаль, что слабо. Я предупредить вас хотела, громче, чтоб услышали. Услышали мы, девочка, спасибо тебе. Услышали. Ты потому крикнуть успела, что удар немца был на селен на мужика. Сразу не дошла до сердца, грудь помешала. Все вы погибли смертью храбрых. И ты, Сонюшка, и Галя. Галя, девчонка совсем, беззащитная такая. И тогда эти сапоги, что вы, товарищ старшина, Сони, убитой уже, сняли и мне дали, носить не могла. Нет, Галя, Сонюшка не обиделась на тебя. Как завоевать, разувшись, а у меня боец разутый. Я думала, что сапоги пока есть у Сони, она как бы живая. Ведь детдомовская я, товарищ старшина. Мне и фамилию дали в детдоме четвертак. А девчонки наши, мне как сестры были, героини они. А я испугалась, товарищ старшина. Немцы напрямую вышли, куст оставили, где пряталась я. А я тогда лежал за своим баллоном. Лежал и думал, потом решил, надо мне увлечь за собой немцев, увести от своих последних бойцов. Перед совестью своей, мужской и командирской, уберечь должен был их. Хватит мне тех 3, что погибли, до конца дней моих хватит. Эх, девочки, зачем вы приказа моего не выполнили? Как же мы вернулись без тебя, Федот Евграфович, товарищ старшина? Какой я вам старшина? Зовите меня Федотом. Или просто Федей, как мама не звала. Брат я вам навеки, сестрицы. Не мне надо было стоять над вашими могилами, а вам над моей. Ничего, Федот, все-таки эти сутки наши последние даром для немцев не прошли. Не могли мы отступить, девчата, в том бою. Никак не могли. Ни пяди земли не отдавать немцам. Я слышал, вы бьете пристав, значит живы, значит держите фронт, держите свою Россию. Но тот бой был неравным. Вы, девчонки, а против мужиков. Увидела я только, как Рита под сосной, скорчившись, сидела, силилась улыбнуться серыми губами, а по рукам, которыми живот держала, текла кровь. Граната меня тогда. Боялась я, что все, рана смертельная.
Боялась я, что умирать придется долго и трудно. Не надо было, Женька, немцев уводить за собой. Не жалела я себя ни своей жизни, ни молодости. Потому что думала тогда, что важнее. Сын, вот ради чего ты жить должна была. Верила я, что все закончится, окончится благополучно. Для меня, для тебя, для Феди. Все так было неправдоподобно, несуразно было умирать в 19 лет. Я слышала очереди, а потом все стихло. И поняла я тогда, что ты, Женька, что ты умерла. Только Восков все-таки соврал, что ты сразу умерла. Не победили нас, Рита, понимаешь? Не победили, не прошли. Пятеро девчат было, 5. Всего 5. И не прошли, рисцы проклятые.